алейкум, дорогие телезрители! Снова в эфире программы «Ислам детям». Наши учителя готовы поделиться с нами важными знаниями на разные темы, касающиеся нашей величественной религии. Человек, который дает милостыню садака, получает награду от Всевышнего Аллаха и его довольство. И как вы уже поняли, сегодня вместе с Эсадулла Ходжа Баировым мы обсудим эту тему. Селям алейкум, Эсадулла Ходжа. Алейкум селям. Эсадулла Ходжа, расскажите, пожалуйста, подробнее о таком понятии, как садака. Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Садака – это такой термин, который Аллах проповедует в Коране очень часто. Что же такое садака? Это когда человек отдает из того, что является его имуществом, ту часть, которая не является его имуществом, тому, чьей имуществом она является. То есть такая формула. То есть нам, верующим, Аллах в Коране говорит следующее. То, что я вам даю, это ваше имущество. Вы зарабатываете его, вы тратите его, но знайте, что в этом имуществе есть часть для 8 категорий людей, которым вы должны ее вернуть. То есть верующий мусульманин в своем имуществе всегда видит часть того бедняка, обездоленного, человека, оставшегося в пути, должника. И 8 категорий людей есть, которым мы даем садака и зекят. То есть в аяте, который я сейчас перечислял, говорил, в нем говорится о зекяте. Зекят и садака в Коране не разделяются. Аллах про зекят говорит как садака. То есть садака в широком смысле – это любое подаяние, которое мы даем. В узком смысле – это зекят. Поэтому Аллах очень четко выделил, значит, границы того, что человек должен обязательно давать. Это мы называем зекятом. Оно четко регламентировано в Коране. Сказано, кому, сколько и когда мы должны давать, с какого имущества, в каком количестве. А садака же сохранился как более широкий термин, и он означает что угодно. Пророк, саллаллаху алейхи салям, чтобы показать границы садака, говорил, что даже улыбка брату-мусульманину, чтобы поднять его настроение, чтобы поддержать его, может быть для вас милостыней. Если вам нечего дать, и у вас только в руках одна хурма, пророк говорит, даже дав половину хурмы, вы можете спасти себя от огня. То есть, дав садака, сделав хорошее деяние, получить довольство Аллаха. Вот вы сказали спастись от огня ада. Правда ли, что милостыня садака может нас спасти от огня ада? Конечно. Ну, то есть человека, который Конечно, это один из путей, когда человек может, преуспев на этом пути, получить довольство Аллаха. То есть есть много путей, на которых человек может усердствовать, и каждый из этих путей приведет его к довольству Аллаха и к раю. И таким образом спасет его от наказания ада. И садака – это один из путей, когда человек, при том, что он все выполняет, остальное тоже имеется в виду, конечно же. То есть выполняет 5-кратный намаз, держит пост, при возможности дает закят, то есть если он достаточно богат. При возможности, если он имеет средства, едет в хадж, то есть учитывая, что человек все это и так делает, но в каком-то вопросе он преуспел. И если это вопрос садака, он на правильном пути, и этот путь его обязательно приведет к довольству Аллаха. Эсадулла Ходжа, а кому в первую очередь нужно давать садака? Садака в широком его понимании, то есть если не имеется в виду закят, садака можно давать кому угодно, мы это сказали в самом начале, но пророк, саллаллаху алейхи салям, проповедовал следующую формулу, что помогать человек должен, начиная от самого близкого. То есть если у нас бедствует родной брат, если он бедствует, если у него тяжелое финансовое положение, первым, кому мы должны помогать, это ему. Если у нас бедствует родной брат достаточно устроен, сестры, братья, если двоюродные, дяди, тети, их дети бедствуют там или нуждаются в помощи, мы должны помогать им. И так далее. То есть по степени родства человек должен поразмыслить, посмотреть на окружающих его людей и, начиная от самых близких родственников и заканчивая своими соседями, выстроить какую-то определенную иерархию, определить из них тех, кто нуждается в помощи. Если он хочет по-настоящему перед Богом заслужить какую-то награду, то есть мы же понимаем, что сделать качественно что-то принесет большую награду. Сделать что-то так, лишь бы сделать, принесет соответствующую награду. Поэтому человек, если хочет действительно на этом пути преуспеть, он должен у себя в голове поставить эту иерархию. То есть кто более нуждается, кто ближе к нему по родству,
и, соответственно, в этом порядке выдавать. В этом есть большая мудрость, потому что родственные узы очень важны в исламе. Аллах запрещает рвать родственные отношения, соответственно, запрещено любые разборки, ругаться с родственниками, поддерживать плохие связи там, или не ходить друг к другу. То есть все это является очень порицаемым. Аллах очень жестко это все критикует в Коране, говорит, что те, кто рвет то, что приказал Аллах связывать, наоборот, и Аллах ругает этих людей, говорит, что им большое наказание. Соответственно, вот эта вот финансовая поддержка, она есть один из инструментов поддержания вот этих хороших связей. Потому что когда у богатого брата бедный братишка и богатый брат никаким образом не участвуют в жизни того человека и просто оставил его на самотек, то это у бедного брата младшего вызывает негодование, со временем оно перерастает в ненависть. И о каких, может быть, внутренних хороших отношениях идти речь, если на вот этой почве может испортиться отношения. Соответственно, ислам это регламентирует в самом начале, поэтому мы в первую очередь помогаем, соответственно, самым близким родственникам, и там дальше потом уже по родству. И вплоть же до того, я говорю, если это не речь идет не о зикяте, а о садака, о том широком его понимании, то мы можем давать садака вплоть и до совершенно незнакомым нам людям, и не обязательно, чтобы они были верующими. То есть садака дается всем только из-за того, что этот человек является человеком, и в той своей сущности, что он является человеком, он является нашим братом, и, соответственно, это творение Бога в первую очередь. То есть садака можно давать не только мусульманам? Да, зикят выдается только мусульманам. Еще раз повторяю, зикят это обязательное пожертвование, которое дается один раз в год. Дают его определенные люди с определенного имущества, то есть есть определенная степень богатства, есть определенное имущество, с которого дается садака. Например, человек с того дома, в котором он живет, он не считает его своим тем имуществом, с которого нужно давать садака, потому что это является его основным, ну, том, где он живет. То есть он не продает этот дом, он живет в нем. Также его машина не является источником или не является той категорией, с которой нужно давать садака. Опять же, если он занимается бизнесом, перепродает машины, то та машина, на которой ездит, если она является частью его бизнеса, то она становится, ну, как бы попадает под зикят. Но это вопрос с зикятом. То есть в зикяте, еще раз я повторяю, все четко регламентировано, потому что он является фарзом, он является обязанностью, поэтому каждая точка там четко в Кораном и хадисами пророка совсем закреплена. Садака же это добровольное пожертвование. Человек может давать в десятки раз больше, чем он дал зикята, садака. Соответственно, если мы зикят платим, грубо говоря, 2,5%, да, в большинстве случаев, то садака человек может раздать все свое имущество. Мы знаем такие случаи, когда пророк, совсем были сложные времена, и он просил помощи у сахабов и говорил, кто сегодня поможет религии Аллаха, того Аллах ведет в сады рая. И сахабы соревновались друг с другом, потому что такой шанс не всегда дается. И вот это такой лотерейный билет. То есть сегодня, если ты сделал, оно будет умножаться в миллионы раз, а завтра то же самое действие может уже будет просто обычным действием. И, соответственно, все сахабы, кто сколько смог оторвать от сердца, отрывал. И такие, как Абу Бакр, мы знаем, что приносили все, что есть дома. И когда даже пророк совсем у них спрашивал, а что же ты дома оставил? То есть он видел, что там ложки, вилки, тарелки. То есть и тот скудный быт, который у них в то время был, и этот человек, понимая, что все это пригодится на пути Аллаха, что это можно все продать и превратить в какую-то полезную вещь и использовать потом, на зов пророка, мир ему ответить таким образом, они делали вот такие пожертвования. То есть это все входит в рамки садака. Поэтому у садака очень широкие рамки, можно давать от полхурмы, как мы сказали, от одной улыбки, от простого совета дельного человеку, или от простого, может быть, по плечу, подставить плечо в тяжелый момент, когда это человеку нужно, и заканчивая большими вкладами, большими инвестициями в образование, в общество и так далее. Все это попадает как раз-таки вот в этот раздел садака. Есть также поступки, которые приравниваются к садака, а о них мы узнаем после просмотра нашей постоянной рубрики «Чудеса Корана». Согласно мусульманским источникам, 14 столетий назад аяты Корана ниспосылались пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, в течение 23 лет. Это были истинные слова Господа.
Пророк сообщил людям обо всем, что касалось религии, закона и морали. Община первых мусульман старалась жить в точности, следуя каждому его слову. Но вскоре после его смерти в 632 году мусульмане столкнулись с трудной задачей – как сохранить Коран. Ведь носители Корана, сподвижники, со временем покидали этот мир, и был риск утери этих знаний. При жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, текст Корана записывался. Помните, ведь Коран не спосылался поэтапно, и он всегда не спосылался согласно потребностям постоянно расширяющейся мусульманской общины. И Коран как бы остановился с последним вдохом пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Но теперь те, кто жил по Корану, осознали необходимость зафиксировать его текст на бумаге и создать настоящий текст. Люди осознавали, что представители поколений первых мусульман, те, кто запоминали весь текст Корана наизусть, умирали, и так утрачивалась прямая связь с откровениями пророка. К тому же, ислам начал распространяться за пределы Аравийского полуострова, и нельзя было допустить ни малейшего отклонения от священного Корана, ведь он являлся Божьим Словом. Комитет, на который возложили обязанность по составлению Корана, был сформирован в 651 году халифом Усманом, третьим праведным халифом, политическим предводителем мусульман. Членам комитета было приказано собрать все аяты, которые были записаны при жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует, но остались в разрозненном состоянии у многих членов общины. Источники для составления письменного текста Корана были зафиксированы не только на отдельных кусочках кожи или фрагментах пергамента, но также в сердцах людей. Их память в точности сохранила текст Корана. Аяты должны были соответствовать строгим критериям. Два свидетеля должны были подтвердить, что текст каждого аята был записан непосредственно в присутствии пророка, и все аяты должны были быть проверены по памяти сподвижников, которые выучили весь Коран наизусть. Одобренный текст вошел в единый том, с него были сделаны копии и разосланы по городам и странам. Позже Усман приказал уничтожить все альтернативные варианты текста откровений. Мусульмане знают, что текст Корана, составленный Усманом и записанный спустя 20 лет после смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в совершенном виде сохранил откровения, полученные пророком Мухаммадом, и что Коран остается и по сей день неизмененным, то есть таким, каким он был ниспослан пророку. Для мусульман этот момент очень важен, поскольку он означает, что это Писание – основа конституции мусульманской общины, уммы, является абсолютно достоверным. Именно достоверность отличает Коран от писаний иудеев и христиан. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, провозгласил, что послание, которое получил от Господа, было тем же самым посланием, что было ниспослано Моисею и Иисусу. Но согласно источникам, откровения, ставшие основой для веры иудеев и христиан, были записаны, а позже новая версия части текста претерпела изменения. Мусульмане знают, что оригинальный текст откровений, ниспосланных Моисею и Иисусу, с течением времени оказался измененным. Если хотите, то, что мы имеем на сегодняшний день, и Ветхий Завет, и Новый Завет, представляют собой текст, в котором появились изменения, возникшие вследствие исторических, религиозных и политических условий того времени. Дорогие друзья, мы посмотрели рубрику «Чудеса Корана» и продолжаем нашу программу. Исадулла Ходжа, расскажите, пожалуйста, о тех поступках, которые могут приравниваться к садака. Ну, в течение передачи я уже сказал об улыбке, да. Улыбка не имеется в виду, что просто ходить улыбаться, там, скажем, бессмысленно, и иногда это даже раздражает людей. То есть имеется в виду та самая улыбка, которая греет человека, во-первых. Во-вторых, верующий человек всегда жизнерадостен. Почему? Потому что, когда он испытывается Богом, он понимает, что это испытание, и видит в этом мудрость. Когда у него благо, то есть он получает благо, он понимает, что это от блага от Бога, и он благодарит Его. То есть в обоих случаях верующий благодарит Бога. В первом случае он благодарит, что
Бог дал ему, Аллах дал возможность пройти это испытание, дает ему силы, и он благодарен. Во втором случае, когда Аллах одарил его чем-то, он благодарит за то, что он посчитал его достойным получить столь высокий подарок. И поэтому улыбка с лица верующего не должна спадать. Пророк совсем это имел в виду. То есть верующий человек – это жизнерадостный человек, который должен сеять вокруг себя эту жизнерадостность. Поэтому та улыбка, которой мы поддерживаем человека, она является садаха. Любое действие, любое благое действие сделано ради блага людей, ради блага общества, ради блага какого-то отдельного человека, не нарушая права других людей, конечно же. Оно является садака. Если вы это делаете непринужденно, если вы не обязаны и так это делать, оно все является садака. И есть некоторые категории, которые также просчитаются как садаха. Например, кормление своих детей, оно тоже приравнивается к садаха. Содержание своей семьи приравнивается к садаха. Вплоть до того, что пророк совсем настолько возвеличил это действие, он говорит, что человек находится на пути Бога, делая это. То есть человек, содержа свою семью, он должен ее содержать. Все это прекрасно понимают. В принципе, это его обязанность. И даже делая свою обязанность, человек совершает вот это вот, получается, богоугодное дело. То есть оно ему не в тягость. Он понимает, что из-за этого он получит дополнительный эджер, дополнительное вознаграждение. А в чем ценность тайной милостыни? Вы знаете, человек существо слабое по своей сущности. И когда человек дает что-то, в этот момент Иблис, наш общий враг, это сатана, он играет с нашим эго. Он начинает нашептывать нам на ухо: смотри, какой ты великий человек. Ты вот прибежал, спас этого человека от голода. Если б не ты, что бы было? И так далее, и так далее. То есть вот в этой ситуации человек должен понимать, что чем тайнее он сделает свое деяние, чем меньше людей об этом узнает, тем меньше у Иблиса, у сатаны, появится шансов его эго на этом подогреть. Проблема вот в этом. То есть единственная как бы загвоздка, одна из загвоздок здесь. То есть человек, давая пожертвование, может сделать это прилюдно. Это непорицаемо. Человек может выйти и сказать: я жертвую половину своей прибыли такой-то организации. Я хочу, чтобы они развивались вот в этом направлении, я на эти их проекты даю эти деньги. Это очень богоугодное дело. За это нельзя порицать человека, что он это сделал прилюдно, публично, заявил об этом. Но если бы он сделал это тайно, и настолько тайно, чтобы даже не узнали те, кому он помог, кто помог. Мы знаем, что сахабы, пусть будет доволен ими Аллах, чтобы вот эту тайность садаха сохранить, они по ночам ходили и друг другу дарили, ну, бедным семьям дарили что-то, например, ту же муку, там, тот же сахар, там, что угодно. И вешали им на забор там, или ложили возле дверей и убегали. То есть, чтобы не увидел, кто положил. То есть, было такое соревнование среди сахабов, и они друг друга вот частенько встречали на улицах Медины ночью и понимали, что каждый промышляет как раз-таки вот этим богоугодным делом и помогает тем бедным семьям. Потому что бедный человек, утром просыпаясь, он иногда находил несколько презентов перед своими воротами. Я говорю, это уже о тех временах, когда исламская умма начала крепнуть. А те времена, когда были сложные, что было меньше пожертвований, мы знаем такие случаи, когда люди свою последнюю тарелку супа давали гостю и выключали свечи. Мы знаем, раньше не было света, да, и не было электричества. Выключали свечи как бы с целью экономии, чтобы гость их не подумал, что я, оказывается, съел единственную тарелку супа, и вот бедным хозяевам самим не осталось, чтобы он не комплексовал. И об этих действиях есть аяты в Коране, в которых Аллах хвалит этих людей, которые вот встретили гостей и пожертвовали последним, что у них есть, ради них. То есть это такие высокие материи, которые Аллах проповедует. Эти примеры в жизни пророка, мир ему совсем, в жизни его сахабов, сподвижников были. И сегодня, я уверен, в наши дни тоже эти примеры живут. Каждый, кто хочет быть достойным пророка, достойным рабом Аллаха, они пропагандируют, во-первых, и сами практикуют всю эту практику. И мы на сегодняшний день видим очень много волонтерской работы, выполняемой именно за счет вот этих вот пожертвований. Очень много есть благотворительных фондов, которые колоссальный труд проводят в мире, в социальной сфере, в сфере образования. И все это, конечно же, когда делается ради Бога, ради довольства Аллаха, оно принимает статус садака и сразу является богоугодным делом, за которое Бог будет давать награду. Дорогие друзья, к сожалению, отведенное нам время подошло к концу, но мы прощаемся всего лишь на неделю. Уже в следующую субботу в это же время мы вновь встретимся на телеканалах Аль-РТВ и Ля-Ле. Ну а сейчас
все вместе смотрим рубрику «Мечети мира». Великая мечеть Синана. Построенная в 1379 году во время правления династии Мин, большая мечеть Дунгуань была реконструирована в 1949 году. С становления Нового Китая в 1949 году мечеть перестраивалась несколько раз. Мечеть, находящаяся на одноименной улице Дунгуань, является крупнейшей в провинции Цинхань. Ее площадь составляет 11 940 квадратных метров. Основной молитвенный зал, занимающий площадь около 1100 квадратных метров, способен вместить около 3000 молящихся. На праздничные намазы в мечети собирается свыше 10 тысяч верующих, а вместе с прилегающими улицами около 50 тысяч человек. В комплексе мечети просматривается сочетание традиционного китайского стиля с исламскими архитектурными формами. С улицы вход в комплекс мечети осуществляется через ворота-арку 10 метров в высоту и 15 метров в ширину, на которых красуется имя мечети. В 1998 году трехэтажное современное здание было построено между воротами и зданием администрации мечети. В мечети находятся образовательный центр и Исламский институт для желающих получить высшее религиозное образование. Здесь проходят церемонии богослужения для мусульман всего северо-западного региона. Очень красиво в мечеть ночью, когда включают неоновую подсветку.